Чтобы в доме были свет, газ и вода. Оперативный штаб в правительстве региона принимает звонки от жителей Ингушетии. Отдохнули, но убрать за собой забыли. Пруд в Алиюрте регулярно загрязняют отдыхающие. Волонтеры бьют тревогу. Итоги года. Каким выдался 2019 для сферы здравоохранения? На приоритетных проектах и реальных достижениях. Здравствуйте, это новости 24. За бесперебойным водо-, энерго- и газоснабжением в период новогодних выходных следят в оперативном штабе. Он открыт в правительстве Ингушетии. Штаб находится на личном контроле первого заместителя председателя правительства Михаила Елезова. Репортаж Рины Цычуевой. Оперативный штаб, слушай. Алекса. Сотрудник оперативного штаба принимает очередной звонок. Мужчина на конце провода жалуется на отсутствие домовладения электроэнергии. На месте сразу связались с соответствующими структурами, чтобы устранить неполадки. Постоянно в дежурстве принимают участие сотрудники аппарата правительства Республики Ингушетия. За эти дни были приняты обращения граждан. По ним мы тесно сотрудничаем с главами администраций и проводим работу. Никаких серьезных нарушений не было. Все факты сразу выявлялись и сразу проводилась работа. Все обращения отработаны. Пока многие жители республики отдыхают в новогодние выходные, оперативный штаб, созданный по поручению главы Ингушетии, работает до 9 вечера. Принимают звонки от жителей республики сразу 4 специалиста, отвечающих за электричество, газоснабжение и подачу воды. За время работы оперативного штаба поступали десятки звонков. В основном люди обращаются насчет электроснабжения, газоснабжения. На все вызовы пытаемся оперативно реагировать, чтобы выходные людей прошли нормально. Оперативный штаб свою работу продолжит до конца новогодних выходных. Если возникнут проблемы с перебоями в электро-, водо- и газоснабжении, звоните по указанным на экране номерам. Рина Цычуева, Ахмед Гандаров. Новости 24. Отдыхать цивильно пока так и не удается. После посиделок вблизи живописных водоемов остаются горы мусора, пакеты, пустые бутылки. Санитарное состояние таких мест располагает разве что к субботнику, а уже потом к качественному досугу. Что об этом думают волонтеры, люди по-настоящему неравнодушные, узнаем у нашего корреспондента Идриса Ижиева. Еще несколько дней назад Алиюртовский пруд было не узнать. Десятки добровольцев буквально за неделю полностью очистили местный водоем от мусора, который скапливался здесь годами. Но накануне все старания волонтеров были проигнорированы. Неизвестные вновь загадили берег отходами. Эти действия походят на вандализм. Активистам остается лишь догадываться, чем может руководствоваться здравый человек, издеваясь таким образом над природой. У нас такие красивые места, единственные места, которые можно посидеть здесь с семьей, прийти на рыбалку там. Кто хочет. А если мы так трудимся, да, за нами кто-то опять гадит, да, это же никуда не идет, правильно? Это никакие рамки не идет. Я не знаю, вроде все мусульмане говорят, вроде все правильные говорят, да, вот все. А почему-то их вид, что они показывают себя, это же неправильно. Общество «Охотник-рыболов» – так себя называют волонтеры. Благодаря их усилиям был очищен не один местный водоем. Так, к примеру, общественники в прошлом году привели в порядок Карбулаковский пруд и близлежащую территорию. А в этом территорию сразу 3 прудов между селами Алиюрт, Сурхахи. Работа проделана колоссальная, но впереди еще много дел. Добровольцы, люди собрались, абсолютно разных слоев населения, абсолютно разные люди. Просто пытаемся экосистему прудов восстановить в Республике Ингушетия. Они у нас все, в принципе, в запущенном состоянии. Мы полностью очистили алиюртовские пруды от мусора и запустили рыбу. Около 14 тысяч особей. На этом общественники останавливаться не намерены. У ребят большие планы на будущее, ведь число желающих помочь родной земле становится больше с каждым днем. Мест для рыбалки и отдыха не так много в нашей республике. Поэтому преобразить родную землю для себя и подрастающего поколения – главная задача, которую ставит перед собой общество «Охотник-рыболов». Планы у нас по этим прудам мы хотим чуть-чуть облагородить территорию вокруг прудов. Там вот сейчас не видно, не знаю, вон есть островок. Хотим там и беседки поставить, и мост сделать. Это будет, наверное, интересно. У меня призыв к мусульманам, к жителям, это должен понимать и знать каждый мусульманин, что
сорить нельзя. У нас вот призыв, что берегите то, что у вас есть. Не сорить. Эта проблема у нас возникает часто. Мы собираемся, убираем, КАМАЗами вывозим мусор. Потом приезжают люди отдыхать, тем более такое живописное место. Надо, наверное, чистить за свой мусор, отдыхать, конечно. Ну, прибирайте за собой. Все работы по уборке прудов и других территорий были сделаны на личные средства общественников и исключительно их силами. Желающие могут присоединиться к субботникам и внести свой вклад в улучшение экологии родного края. Идрис Ижиев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. В России изменились правила получения детских пособий. Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более 2 минимальных размеров оплаты труда, с 1 января смогут получать ежемесячные выплаты, равные прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком 3 лет. Соответствующий закон ранее подписал президент России Владимир Путин. На федеральном уровне прожиточный минимум ребенка составляет 11 тысяч рублей. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, ежемесячные выплаты по уходу за детьми в возрасте до 3 лет в размере прожиточного минимума будут получать более 850 тысяч российских семей. 2019 год для здравоохранения был плодотворным. В рамках реализации государственной программы удалось повысить оснащение всех медучреждений республики каретами скорой помощи. Также благодаря нацпроекту новейшее оборудование поступило в больницы Карабулака, Назрани, Сунжи, Малгобека, в онкологический диспансер в Плиеве и не только. Реализован также проект «Бережливая поликлиника», который позволил медикам расширить свои возможности в приеме пациентов. Рина Цичуева расскажет. Здравоохранение – это ключевая сфера социальной жизни любой нации. Как и в большинстве российских регионов, в Ингушетии с года в год улучшается качество оказания медицинской помощи, внедряются новые методы лечения заболеваний и проводятся сложнейшие операции, и пополняется автопарк медучреждения. В 2019 году в рамках реализации государственной программы республика получила больше 40 специализированных машин класса Б и С. Ключи от нового транспорта вручил медикам глава республики. Махмуд Али Калиматов выразил надежду, что с получением новых карет скорой помощи улучшится качество экстренной медицинской помощи нуждающимся пациентам. Сегодня мы делаем очередной важный шаг на пути улучшения медицинского обслуживания наших людей. Службы скорой помощи республики получают 42 новые машины, в том числе 3 реамобиля. Все машины оснащены необходимым оборудованием, имеют высокую проходимость и могут преодолевать любые бездорожья. Автопарк наших станций скорой помощи в значительной степени устарел, почти 60%. Автомобили служат более 5 лет. Сегодня акция позволит устранить этот пробел. Новые кареты скорой помощи – это целая укомплектованная медицинская система на колесах. В машинах предусмотрели кондиционирование воздуха, специальную температуру для пациента, спинальный щит и современные носилки. Кареты скорой помощи распределят по станциям Назрани, Малгобека, Сужинского района и медицины катастроф, а также по 3 больницам – Жарахской, Карабулакской и Сужинской. Данный автомобиль – это карета скорой помощи класса именно С. То есть, по-другому, если говорить, это реанимобиль, то есть реанимация на колесах, соответственно. Опять-таки, здесь есть все необходимое для оказания помощи пациенту. Соответственно, если мы будем перечислять, да, это укладка врача скорой помощи, это набор реанимационный, также аппарат для подачи, то есть кислорода, то есть это аппарат искусственной вентиляции, вспомогательной вентиляции. Соответственно, дефибриллятор, то есть для проведения дефибрилляции, соответственно, а также проведения мониторирования пациента в том числе. Получение таких новых современных автомобилей скорой медицинской помощи – это большое подспорье, поскольку каждый год транспорт автомобилей скорой медицинской помощи не изнашивается. И вот в данный момент 42 автомобиля, которые получаем мы, то есть республика, это действительно огромная помощь нам. И, соответственно, доезд до пациента, качество оказания медицинской помощи, это, конечно, все тоже отображается. Получаем 8 автомобилей скорой медицинской помощи класса Б, 4 Форда и 4 Газели.
Ну, всегда новый автотранспорт, это, конечно, санитарный автотранспорт, это, конечно, для работы, это самое главное, для нашей работы. Это, можно сказать, 50% нормальной, качественной медицинской помощи. Если в этих машинах практически есть все, они оборудованы согласно стандартов, поэтому при оказании медицинской помощи мы пользуемся всем этим оборудованием и можем оказывать свою помощь качественно. Здоровая нация – это здоровое будущее, поэтому большую роль в оказании медицинской помощи играют медицинские учреждения. Сразу 2 фельдшерско-акушерских пункта открылись в высокогорных селах Ингушетии – Арамхи и Джайрахи. Современные медучреждения построены в рамках реализации национального проекта здравоохранения. Измерить давление или сделать укол теперь для жителей селения Арамхи Руслана Ахриева стало намного легче. Вместе с открытием долгожданного и единственного здесь фельдшерско-акушерского пункта остались позади его многокилометровые походы в Альгете и в Джайрах в поисках медпомощи. Проживаю в Арамхи, вот в этом соседнем доме, уже больше 25 лет. Стройкой нового ФАПа у нас в Арамхах. Мы очень довольны этим, что у нас будет сейчас наконец-то выйти там, с дома вышел уже под носом ФАП. Это очень хорошее дело, конечно. И также у нас очень много отдыхающих здесь рядом, как бы курорт Арамхи, и тоже нужно бывает. Проводить общую диагностику, направлять пациента к врачу на лечение. Открытию нового здания особенно радуется медицинский персонал. Построено очень хорошо, все есть, все кабинеты, есть прививочный кабинет, есть процедурный кабинет, есть кабинет для фельдшера, чтобы вела прием. Все оснащено, все оборудовано, все есть, холодильники, все для работы, все готово. В 2020 году запланировано строительство еще 2 ФАПов в селении Датых и Галашки. Огромную роль в оздоровлении населения играет диагностика и профилактика заболеваний. В 2019-м жители республики смогли пройти диспансеризацию. Медики региона выезжали в различные министерства и ведомства для удобства людей. Пациентов принимали в больницах и амбулаториях врачи, неврологи, хирурги, офтальмологи, эндокринологи и женские доктора. Врачи на месте принимали все необходимые анализы и ставили точные диагнозы. Кардиограмма, масё зиоч, гинеколог, масё зиоч, цабонах узахбахнах, абах возможностью отсуждокнах бывень, так что выезжайте же, что здесь часто обследовать то, как диспансеризации, что наха обследовать то, масё хамметрокче, гяннах дабах цебизж, здесь сидящие мулахам юлж сдох наха. Мала лазарж гушту наха. Дух житан гушту лазарж глюкоз, сахар кривее, холестерин, ждука шхуцан. Больницы я хвастаю датер, хандатер хоян с 8 до 5 почтовой связи хайн бухоян бог будет период до 12 до час. Свастаю датер больницы я что дикатсон ерж узбека тон хажа футбол тхайн. Ханьяч كوجل لازرس هانس أقاريوخ وزياكت كوجشت وزيوق جدالي عندلي فؤاد حجد دال ديا شريس خلص ما استلش همنا أبريفيت فيها سونتان وزياكاي كارديوغرامياكاي في تيرابيوت حجاب أناليزياكاي كرفي ديك حجاب شوق أنالداتش الحمد كزد أتابعت أخت حشوا بيصا يعني أناليزياكيان أخت حشوا قوسه عند أناليز لا يعني سيفد موت آخر حد جو داق ده آخر دير ناخر دير خوش ديك ده آخر دير. В 2019 году в рамках реализации национального проекта здравоохранения удалось сделать многое. Приоритетный проект начал свою работу 1 октября 2019 года. В его рамках за 6 лет Минздрав рассчитывает больше, чем на четверть снизить смертность. Медицина в стране должна стать более доступной. Для этого в больнице региона начали закупать высокотехнологичное оборудование. В рамках реализуемого федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы получили оборудование. В этом оборудовании, конечно, очень важное место занимает нейроэндоскоп со специальным устройством для фиксации головы. Уже первые операции были проведены. Нейроэндоскоп позволит проводить операции на головном мозге без инвазивных трепанаций черепа, без нарушения целости костей черепа. Через небольшое трепанационное отверстие можно удалить опухоль, либо гематому и так далее. То есть это, конечно же, уменьшит травматизацию мозга, травматизацию черепа и вообще травматизацию психики пациента.
ну и снижение косметических дефектов и так далее. Это очень важное оборудование. И также получены ультразвуковые установки новейшие. И кроме того, приобретено оборудование для проведения механотерапии. Это ранняя реабилитация больных, которые перенесли инсульты, инфаркты. Это люди, которые получат возможность восстановить функцию конечностей и также разгрузки всего тела. Это тоже очень важное, очень необходимое оборудование. Все это благодаря национальным проектам. А теперь по порядку. Новейшее оборудование, которое поступило в рамках нацпроекта здравоохранения в нейрохирургическое отделение ИРКБ, позволило врачам провести сложнейшее оперативное вмешательство на головной мозг. Скоба Мейфилда – система стабилизации черепа, которая применяется при открытой краниомии. Иными словами, медикам она необходима для жесткой фиксации головы пациента. С помощью системы операция может проводиться как в положении лежа, так и в положении сидя. Таких условий раньше у нейрохирургов в республике не было. Удаляем гематому, внутримозговую гематому открытым доступом, а имея эндоскопическую стойку, мы можем сделать маленькую дырочку, не повреждая уже здоровые нормальные ткани, подойти к основанию черепа, к желудочковой системе, удалить эту гематому. Таким же образом, скоба Мейфилда – это жесткая фиксация, которая во время операции, любое движение головного мозга, это приводит. Представляете, смотрим в микроскоп, и любое движение – это уже большие шаги для нас, да, смещение. Новое оборудование поступило и в Малгобекскую районную больницу. Оно позволит медикам лечить заболевания желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы. Новый гастроскоп помогает врачу рассмотреть за одну только процедуру внутреннюю поверхность желудка и увидеть любые отклонения от нормы, даже маленькие опухоли. Желудок и луковицы ДПК смотрим с гастроскопом. Намного нам облегчило работу в плане диагностики, то есть можно выявить опухоли разного генеза, также язву. Можем взять биопсию для определения, для уточнения диагноза, то есть гистологически определяем. Новые условия оценили и пациенты больницы. Еще бы, оборудование позволяет проводить обследование безболезненно. Года 3 назад меня направили сюда. Было очень тяжело. Сейчас новая аппаратура, говорят они. И легко, очень легко мне было провести вот это вот обследование с новой аппаратурой. Обновляют техническую базу больницы и для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Для этого теперь в больнице есть 2 аппарата искусственной вентиляции легких швейцарской фирмы «Гамильтон». Компактно с виду их можно использовать практически в любых условиях. Они позволяют обеспечивать кислородную терапию с высокой скоростью потока, как у детей, так и у взрослых. Аккумулятор может работать 4 часа бесперебойно. Новым оборудованием порадовали и Карабулакскую городскую больницу. При помощи нового оборудования можно измерить внутриглазное давление. Процедура предельно простая. Все, что требуется от пациента, это зафиксировать голову и сфокусировать взгляд на одной точке. Результаты исследования выходят моментально. Пациент садится напротив, ставится подбородок, прижимается лоб, глаз широко раскрывается. Смотрим, проверяем зрение. Получили новую аппаратуру, теперь нам намного легче работать. И пациенты довольны, и врачу удобно. Более глубокое можно диагностику делать, понимаете? Вот в этом плане у нас очень сейчас удобства очень хорошие. Мы выезжали, ходили платно, а теперь бесплатно нам все это делается и очень удобно. В рамках национального проекта новое оборудование также получила Сунжская районная больница, онкологический диспансер в Плиево и некоторые поликлиники региона. На этом оснащение не заканчивается. Проект продолжит свою работу и в следующем году. Также в 2019 году медикам республики удалось шагнуть в новшество оперативного вмешательства. Так, ингушские сосудистые хирурги провели сложную операцию эстетической направленности. Операция заключается в том, что мы вводим специальный инструмент, так называемый световод, через маленький прокол. Все манипуляции выполняются под контролем УЗИ. Позиционируем световод, где нам нужно. Генератор излучает лазерное излучение. В рассвете сосуда создается определенная температура и вена коагулируется. Таким образом, мы достигаем отсутствия разрезов. В послеоперационном периоде пациенты сразу активизируются, практически у них не бывает болевого синдрома.
Снова врачи используют современные методы и методики лечения заболевания. Эндовенозная лазерная коагуляция – один из самых безопасных и эффективных видов лечения варикозной болезни. Врачи отдают предпочтение этой системе из-за минимальной травматичности, хорошего косметического результата. Еще один плюс – после операции не остается шрамов и рубцов, при этом низкий процент рецидивов. У нас появилось оборудование, доктор Бекхан Амирович все это внедрил и очень успешно развивает у нас в отделении. Приходит назначенное время, день операции,